Не верьте фразе, что все политики одинаковые, говорит председатель новой общественной организации «Наша столица» Лаша Шамба. По его словам, здесь объединились политики нового поколения, те, которых интересуют реальные результаты их деятельности, видимые и ощутимые для всех жителей Абхазии. Приоритетом нашей деятельности является защита интересов молодых семей, прав детей, вопросы демографии и репатриации, здоровья нации. Нами движет искренняя тревога за судьбу народа и государства. На фоне событий в мире, новых угроз, противостояния стран Запада нашему стратегическому партнеру и союзнику Российской Федерации, на фоне колоссальных изменений в той же России, в странах вокруг нас, мы стоим на месте, тратим время на внутриполитическое противостояние, обсуждаем неприемлемые пути развития нашего государства, раскалывающие граждан и страну. Любой вопрос, который разделяет наш народ, должен быть снят с политической повестки. В первую очередь ради граждан страны, спокойствия и согласия. Все разговоры о том, что все в политике одинаковые, являются политической манипуляцией. Я со всей ответственностью заявляю, что это далеко не так. Для нас такие слова, как честь, совесть и достоинство, не являются пустым звуком. Мы хотим служить своему народу, хотим строить современное, успешное государство. Лаша Шамба объяснил, почему свою организацию они назвали «Наша столица». Ведь влиять они собираются на жизнь республики в целом. Столица Республики Абхазия является не только политическим центром страны, но также культурным, научным, спортивным центром государства. Город Сухум не только гордость сухумцев. Столица принадлежит всем гражданам страны и является гордостью всего народа Абхазии. К сожалению, в канун юбилея Победы в Отечественной войне народа Абхазии страну раздирают противоречия. Но мы, новое поколение граждан, не ищем то, что нас разделяет и раскалывает. Мы смотрим на то, что нас объединяет. Мы ищем то общее между нами, что скрепляет нас, делает крепче. Ищем то, что позволит стране идти уверенно вперед. Заместитель председателя нашей столицы Алхаз Конджария, врач. Возможно, во многом благодаря этому среди целей организации изменения ситуации в здравоохранении республики. Также необходимо внедрять мировые стандарты в здравоохранении для молодого поколения, особенно создающим семьи. На всех этапах от создания семьи, планирования, рождения детей, укрепления здоровья младенцев, присутствие допустимого качественного медицинского сопровождения крайне важный инструмент обеспечения государственной поддержки и укрепления вопроса демографии и здоровья нации. Ключевым моментом в решении этих вопросов является смена приоритетности в бюджете страны от здравоохранения к национальной безопасности. То есть пора переходить от слов к реальному делу. На презентации присутствовал и мэр Сухума Беслан Эшба. По его словам, критика власти по вопросу реформ со стороны молодых политиков не вполне уместна, так как много реформ уже проведено. По его словам, он готов сотрудничать с общественной организацией в дальнейшей работе, в том числе и по вопросу реформ. Про реформы тоже было сказано, у нас они проведены, и мы дальше тоже что-то смотрим, планируем. Поэтому мы всегда рады принять ваши предложения, готовы даже создавать рабочие группы с вашим участием, чтобы какие-то продукты появлялись, те, которые смогут нам улучшить жить не только в столице, а мы стараемся работать так, чтобы подавать некий пример, наверное, всем другим городам. Наша столица создана еще и для того, чтобы объединять молодежь. Так утверждает еще один заместитель общественной организации. Ахтныгалак, она будет служить для того, чтобы молодежь могла сплочаться тесными рядами во благо развития нашей республики. У нас очень много ценных кадров, которые обучаются за границей. Мы надеемся, что организация Ахтныгалак станет центром для того, чтобы молодежь могла сплочаться во благо идеи нашей республики, чтобы наша республика могла цвести в полном свете. На презентации организации «Наша столица» присутствовали и депутаты парламента. По словам одного из них, Дмитрия Маршания, новое общественное объединение может стать платформой, консолидирующей различные мнения и силы. В нашей культуре и в нашей истории, мне кажется, всегда было то, что у нас невозможно было, какой-то одной силой какие-то проблемы решать. Все проблемы мы решали сообща, когда через дискуссию, через это сито все проходило, только тогда можно, мне кажется, к чему-то приходить. И когда такие организации формируются, это на самом деле вселяет большую надежду.
Такого же мнения придерживается и лидер абхазского народного движения Отгур Ардзинбам. По его словам, то, что сегодня молодежь активно взялась за политику, необходимо приветствовать и поддерживать новых лидеров. Конечно, вопрос смены поколений ни в коем случае не должен преподноситься для противопоставления одного поколения другому, как это иногда пытаются делать некоторые политики. Наоборот, это большая радость и залог успеха в будущем. Это значит, что дело Владислава и его соратников по строительству независимого абхазского государства будет достойно продолжено. А экс-президент Рауль Хаджимбам, как опытный политик, дал свои наставления молодому поколению, предостерег от типичных ошибок и пожелал удачи своим последователям. Сделайте так, чтобы вас реально воспринимали как людей, которые будут делать те заявленные вами сегодня дела. А политика к вам сама придет, поверьте. Она придет к вам. Хотите вы этого или нет, она будет рядом с вами. И с учетом того нашего положения дел, которое сегодня складывается, и вчера, и позавчера, без политики жить невозможно. Но главное, чтобы в политике не было бы лжи. Наша столица намерена активно вести политическую работу во взаимодействии с властью, обществом и коллегами из других общественных организаций. Марьяна Котова, Саита Гухава, Абаза ТВ.